Еще старики рассказывали, одного мужчину убили, и у него остался сын-младенец. Достигнув зрелого возраста, этот мальчик узнал, что его отца убили, и начал искать убийцу. Разузнав, где тот проживает, он выехал, чтобы отомстить за смерть отца. Когда он прибыл в село, где проживал его кровник, ему сказали, что тот пошел в лес за дровами. Юноша последовал за кровником в лес. Увидев убийцу своего отца, мужчину уже в возрасте, юноша не стал сразу его убивать. Подошел к нему и поздоровался. Убийца ответил на приветствие и спросил юношу, с какой целью он к нему подошел. Убийца, естественно, не знал, кто этот юноша. Он не был с ним знаком. Юноша ответил: «Я пришел сообщить тебе радостную весть. Помнишь мужчину, погибшего много лет назад от твоей руки? У него был сын, который уже подрос, и намеревался отомстить за смерть отца. Я пришел сказать, что этот парень тоже умер. Тебе больше нечего бояться». После этих слов убийца сел и заплакал. Я, наоборот, надеялся, что он подрастет и придет мне отомстить. Смерть его отца была случайностью, я не желал его смерти. Но как бы то ни было, я стал убийцей, и мне пришлось покинуть родные края, а теперь это бремя осталось со мной навсегда. Как мало радости в твоем сообщении. И тут юноша признался: на самом деле я и есть его сын, и я прощаю тебя. Пусть так же, как и я, простит тебя Аллах. Сказав это, юноша ушел.